Говорит Москва. Всех приветствую, добро пожаловать. Ай, давно мы с вами не виделись. Напишите, пожалуйста, в комментариях, соскучились ли вы по мне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня мы будем проходить с вами игру фильмоскоп ужасов «Зеленые глаза» называется. Походу здесь, скорее всего, наверное, будет несколько, да, сюжетов игры. Вот, это демо-версия. Выйдет эта игра только в мае, вот. Поэтому, если вам тоже будет интересно, если вы захотите сами погрузиться в эту атмосферу, вы можете тоже в нее поиграть. Я оставлю ссылку под описанием. Вот, и давайте, наверное, не будем задерживаться, начнем новую игру. Наверное, я настройки не буду здесь поправлять, потому что это же все-таки как визуальная новелла. Тут, наверное, графика и все такое не надо подравнивать под себя. Так что начинаем новую игру. Однажды мама сказала девочке: «Не трогай зеленую пластинку». Но девочка не послушалась маму и послушала зеленую пластинку. Что за зеленая пластинка? Бегут, бегут по стенке зеленые глаза, девочку задушат. Да, да, да. Что это такое? Это просто студия Фишнаутс. Зеленые глаза. Даша. Мам, ну давай змейку купим. Мама. Даша, ну я же уже все сказала, мы сюда за пластинкой пришли. Она такая классная, из нее можно собрать почти все, что хочешь. И собачку, и утку, и даже жирафа. А Пашка даже шарик как-то собирает из нее. Ну, мам, у нас уже у всех в классе есть. У всех? Это у одного Паши? Нет, не у одного. У остальных тоже есть, у меня только нету. Хорошо, давай купим змейку, но тогда пластинку покупать не будем. Пусть папин подарок постоит без новых пластинок до следующей зарплаты. Нет, я хочу и змейку, и пластинку. Много хочешь, мало получишь. Ну почему ты такая жадная? У нас столько денег папа зарабатывает, а мне игрушку раз в месяц купить не можешь. Даша, папа на севере спину гнет, не для того, чтобы мы скупали все игрушки в детском отделе. И к тому же мы с тобой договорились, что в этом месяце мы покупаем пластинку для проигрывателя. Но если ты передумала, то мы вообще можем пойти домой. У меня в 12 часов начинается смена. Я не могу полдня провести в универмаге. Ну, мам! Даша, либо змейка, либо пластинка. Точка. Я еще раз посмотрела на детский отдел. На витрине были разложены разноцветные игрушки, поблескивающие прозрачным пластиком. Как же он приятно хрустит, когда распаковываешь новенькую покупку. Куклы Василисы в кокошниках стоят ровными рядами, и у каждой будто свой характер и свое лицо. Плюшевые розовые котики с полосками на спинке. Меховые собачки в клетчатых попонках, неваляшки с круглыми лицами и волчки на присосках с лошадками, почти как передачи «Что, где, когда». Хочется их всех сразу и особенно змейку, ну и волчок, и хотя бы одну куколку, а еще пластинку, конечно. Почему мама такая упрямая, как будто она сама маленькой не была. А если со взрослыми пытаешься договориться, то они просто не хотят слушать и наказывают. Не буду спорить, все равно маму не уговорить, а то совсем без подарка останусь. Ну ладно, давай пластинку. Отдел игрушек проводил нас грустными глазами плюшевых зверей. Но как только мы подошли к отделу пластинок, стало немного веселее. На полках музыкального отдела рядочками стояли пластинки по разделам: сказки, классическая музыка, эстрадная музыка, разная. Все это пестрело яркими надписями и цветными картинками обложек.
Мама, а можно я выбирать... Мама, а можно я выбирать буду? Конечно, Даша, можно. За прилавком возникла фигура продавщицы. Перекрыв белым халатом пестроту полок, она театрально поправила химку на голове. Ярко напомаженные губы сложились бантиком, а брови потянули вверх синие тени на веках. Добрый день, что вас интересует? У нас есть пластинки на любой, даже самый изысканный вкус. Даша, спрашивай, что тебе показать. Взгляд продавщицы впился в меня и стало неуютно. Мам, давай лучше ты. Здравствуйте, покажите нам, пожалуйста, какие у вас есть сказки. Продавщица кинула на меня оценивающий взгляд. Женщина, вы посмотрите, какой уже у вас ребенок большой. Не поздновато ли сказки слушать? Девочка, ты в каком классе учишься? Блин, вот это... Ладно, такой бестактный вопрос. Какое тебе дело вообще? Ладно, давайте ей ответим. В 4 Б. Такая взрослая девочка, ей уже не сказки надо, ей уже что-то более серьезное подойдет. Вот, классическая музыка. Чайковский, Министерство культуры СССР, Ленинградский Совнархоз УХП, с 33-го оборота, долгоиграющая 12 дюймов. 33 оборота. Девочка, ты ходишь в музыкальную школу. Петра Ильича слушаешь? Нет, а кто такой Петр Ильич? Ну как можно не знать Петра Ильича Чайковского? Это же величайший русский композитор. Неужели ты никогда не была на Щелкунчике? Я мультик смотрела по телевизору. Мультик? Фе. Девочка, это же всемирно известный балет. Ну и подумаешь, какой-то Чайковский. Мне вот группа «Форум» нравится, и сказки вовсе не поздно мне. Сказки все любят. Вот именно. Какая разница вообще? Я, кстати, свое 25-летие праздновала в детской кафешке. И чё вы мне сделаете? Я в другом городе. А что у вас еще есть? Пожалуйста, парад солистов эстрады. Первый апрелевский завод грампластинок ордена Ленина. Стерео 33 оборота 12 дюймов. Вчера только завезли. Брать будете? Или вот новинка этого года. Иосиф Кобзон. Забытая танго. Всесоюзная фирма грампластинок. Мелодия 33 оборота стерео. Девочке надо прививать хороший вкус. Продавщица мечтательно закатила глаза и фальшиво запела. Сияла ночь в окне, врывались грозя белые. Цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любил, тебе шептал слова несмелые. Ты в полночь лунную мне сердце отдала. Не нравится мне эта продавщица, только мешает выбирать. А обложки у сказок такие красивые, разноцветные. Кот в сапогах, Али-Баба и 40 разбойников. Ой, бременские музыканты, как у меня. Ну, почти все эти сказки я уже слышала. Взгляд метался от полки к полке в поисках чего-нибудь особенного. В конце концов, можно считать, что это папин подарок мне. Не хотелось бы ошибиться и купить какую-нибудь глупую ерунду. Но, как назло, кругом не было ничего интересного. О, а это что за черный конверт? Мой взгляд остановился на странной пластинке. Ее конверт был абсолютно черного цвета. Никогда такого раньше не видела, чтоб ничего на обложке не было нарисовано. И названия никакого нет. Интересно, что там внутри? Приглядевшись, я увидела, что из конверта немного выглядывала сама пластинка, но она была совсем не черной, как обычно, и наоборот. Она была очень яркого зеленого цвета. Ух ты, зеленая пластинка, как необычно. Это то, что мне нужно. Я потянула маму за рукав и шепнула ей на ушко. Мам, давай попросим дать вон ту, а то тетя до вечера петь так будет. Извините, пожалуйста, покажите нам вот эту пластинку в черном конверте. Продавщица достала конверт без названия и недовольно швырнула его на прилавок.
У людей нынче нет никакого вкуса. Слушают всякую ерунду. То рок какой-то, то еще чего. Наоборот, это то еще искусство, ты не понимаешь. Мам, давай купим, я никогда не видела пластинок такого цвета. Скажите, пожалуйста, сколько стоит? Женщина, ну на обороте для кого написано? Мама перевернула конверт, на нем не было никаких надписей. Она аккуратно вынула пластинку, чтобы узнать цену. Запрещено вынимать товар из упаковки. Читать умеете, дамочка? Для кого табличка стоит? Пройдите на кассу для оплаты товара прямо и направо. С вас рубль 25. Даша, пойдем скорее, нам уже пора. Мама взяла черный конверт, и, не попрощавшись с продавщицей, мы поспешили уйти из этого отдела магазина. Касса громко дзынькнула, и зеленая пластинка наконец-то стала моей. Какая грубая продавщица. Просто нахалка какая-то. Я даже не успела спросить, что там за запись на пластинке. Мам, ну и ладно, что не знаем, что там. Так даже интереснее. Ну и пусть сюрпризом будет. Люблю сюрпризы, особенно хорошие. Ой, Даша, надо бежать 10:30, я опаздываю на работу. Идем на трамвай. Мам, можно я понесу пластинку? Конечно, можно, только неси аккуратно, пластинки хрупкие. На улице стояла удивительно теплая погода для начала октября, но желтые листья на деревьях уже беспомощно дрожали, зная о предстоящей зиме. Бррр, не люблю зиму. Мам, а на севере у папы сейчас холодно? Мама вздохнула. Холодно, там почти всегда холодно. Представляешь, как папа обрадуется нашей погоде, когда вернется домой? А скоро вернется? Даша, ты уже спрашивала сегодня. Мам, ну ты еще расскажи, пожалуйста. Скоро, скоро, и вместе с нами будет слушать новую пластинку. О, а вот и наш трамвай. Мы забежали в трамвай, и он, закрыв двери, поскрипывая и покачиваясь, повез нас домой. Народу в салоне было мало. Все-таки рабочее время, кого можно встретить, пенсионеров, учащихся во вторую смену, и таких, как мама, кто работает посменно. Мам, смотри, сколько места, давай у окна сядем. Хорошо, Даша, только сначала пробей, пожалуйста, билеты. Сейчас достану, подожди. Мама вынула из кармана 2 небольшие пачки разного цвета, красные и зеленые, оторвала 2 талона по 3 копейки и дала мне. Держи вот, а я пока присяду. Хорошо, но только чур у окна мое место. Я пробежалась глазами по салону трамвая в поисках компостера. Ближайший висел напротив входа. Ага, вот ты где. Эх, жалко, у меня всегда 2 билетика. Их я запросто пробью. Вот бы пачку побольше, чтобы испытать свои силы. Интересно, а 10 билетиков за... Интересно, а 10 билетиков за один раз я бы смогла пробить? Билеты легко вошли в прорезь компостера. Ударив по ручке, я услышала знакомый приятный звук. 100 раз пробивала билетики, и каждый раз с удовольствием чувствую, как сопротивляется бумага и как побеждает ее дырокол внутри механизма. Есть! Мой взгляд упал на номер билета. Ух ты, да это же счастливый билетик! Да еще какой! Все 6 цифр одинаковые. Мама, смотри, счастливый билетик! Тут все тройки, мне такой ни разу не попадался. Даша, не кричи в вагоне, это неприлично. Если я загадаю желание и съем этот билетик, то оно обязательно сбудется. Или оставить его про запас. Съесть билетик. Прибрать. Давайте лучше приберем пока. Нет, такой билет есть нельзя, он очень редкий. Лучше я его сохраню и папе покажу, когда он вернется. Вот он удивится. Я аккуратно положила билет себе в карман и пошла к маме. За окном пробегали дома и автомобили. Мама, взъерошив мне волосы, крепко обняла меня, а я, прислонившись лбом к стеклу, обняла купленный заветный конверт черного цвета. Интересно, что же там внутри записано? Наверное, какая-нибудь классная песня, может, даже американская. У меня таких еще не было. Вот все в классе обзавидуются, особенно гадкая Зинка. Надо будет сразу послушать пластинку, как приедем домой. Мама, нам еще долго ехать? Минут 15 примерно. 15 минут, так долго. Всю дорогу мой лоб ритмично выстукивал какое-то подобие мелодии, и под эту колыбельную меня сморило. Сейчас, наверное, потеряемся или что-то. Надеюсь, не потеряемся.
Зинка. Ой, Дашенька, какая красивая у тебя пластинка. Можно подержать? Зина, нельзя, ты ее залапаешь. Ну, Дашенька, ну пожалуйста, а можно мне к тебе в гости послушать ее? Ну вот еще, я сама ее еще не включала. А хочешь, я тебе свою коллекцию новогодних открыток подарю? Мне ничего, ничего для тебя не жалко, только дай хотя бы потрогать ее. Я очень тебя прошу. А ты больше не будешь меня задирать, обзываться и вообще мне пакостить? Да ты что? Ну, конечно, нет. Я буду твоей самой лучшей подругой. Хочешь, даже портфель буду за тобой носить. Ну, хочешь, обед свой в столовой буду тебе отдавать. И компот? Конечно, забирай компот на здоровье. Вообще, я уже пообещала Пашке с Ленкой дать послушать, так что ты, кажется, последняя в очереди. Может, через пару недель пластинка освободится. Спасибо, Дашенька, спасибо. Я всем расскажу, какая ты хорошая и добрая. Даша, пора. Даша, выходим. Ты чего, уснула? Что? Приехали уже? Жаль, мне такой приятный сон снился. Все-таки трамвай-транспорт для старушек и едет с такой же скоростью. Бежим скорее домой, надо поторапливаться. Мы спешно вышли из трамвая и зашагали по узкой тропке в сторону нашего 33-го дома. Что-то везде 33. Он находился на улице Ленина и был совсем неподалеку от остановки. Уже виднелся наш двор из нескольких девятиэтажек с уютным входом через арку, как вдруг откуда ни возьмись на нашем пути оказалась уличная собачонка, которая внешне была чем-то средним между баллонкой и видавшей виды щеткой для обуви. Опять эта собака тут ошивается. Смотри, как взглядом провожает. Только и гляди, кинется. Да что она тебе сделает, блин? Эй, а ну брысь отсюда. Брысь, я тебе говорю. Псина потянула несколько раз в воздух носом, затем пригнула голову к земле и зарычала. В пасти обнажился ряд мелких острых зубов. Несмотря на небольшой размер собачонки, такие зубы могли запросто поранить кого угодно. Вот же глупое животное. Даша, спрячься за меня, пока она тебя не покусала. Сунув пластинку маме в руки, я огляделась вокруг поиска какой-нибудь подходящей ветки. К счастью, рядом со мной оказалась одна. Наверное, ее мальчишки местные обломили, когда играли в войнушку. Без резких движений моя рука медленно потянулась к заветной цели. Собака внимательно следила за каждым моим движением, будто что-то заподозрила. Наконец-то пальцы нащупали палку, и я крепко ухватилась за нее. Есть! Я сжала свое новое деревянное оружие и уже приготовилась к стремительному броску. Мама, не понимая, что я собираюсь сделать, посмотрела на меня изумленными глазами. Люська! Апорт! Палка со свистом пролетела через газон и с глухим звуком упала на землю где-то за кустами. Собака скребанула лапами и метнулась за брошенной веткой. Люська, ко мне! Чумазая, довольная Люська притащила добычу и кинулась облизывать мое лицо. Эта баллонка словно чует, с какой стороны я появлюсь, и каждый раз там и встречает. Милее, чем эта растрепа, никого нет на целом свете. Я думала, сейчас будет драка. В моем портфеле всегда припасена для нее печенюшка, а у Люськи всегда есть время проводить меня до школы. Все, Люська, хватит, Люська. Вот хитрюга, и давно ты тут ждешь меня? Прости, у меня с собой ничего нет. Я как в школу пойду, тебе принесу что-нибудь вкусненького. Люська упала на спину и подставила лысое розовое брюшко под почесывание. Даша, оставь эту дворнягу в покое. Мам, а можно Люська у нас жить будет? Смотри, какая умная. Ну ты как придумаешь, что? Она наверняка блохастая, а может и вообще заразная. Нам еще стригущего лишая какого-нибудь не хватало, особенно в начале учебного года. Вот побреют тебя на лысо, будешь знать, как уличных собак руками трогать. Вовсе она не блохастая, я знаю, я ее уже давно... Мама посмотрела на валяющуюся на спине Люську, поморщилась и, ничего не сказав, пошла через арку во двор. Мне тоже надо было домой. Жди, Люська, я скоро обратно пойду.
Люська проводила нас до двора и послушно уселась ждать моего возвращения с обещанным печеньем. Во дворе с началом учебного года было не так шумно, как летом, но все равно носилась ватага ребят разного возраста. Нестройную мелодию ржавых качелей дополняли велосипедные звонки, звуки детских считалочек и голубиное воркование. Мне вдруг так захотелось побежать и скатиться пару раз с железной горки, что я даже сделала несколько шагов в сторону детской площадки, но вспомнила, что мы спешим домой, потому что маме надо на работу. Ничего, потом прокачусь. На скамейке возле нашего дома, как всегда, сидели бабушки и провожали взглядом каждого, кто проходит мимо. Когда я была поменьше и играла у белой стены подъездного навеса в лягушку, то всегда с удовольствием слушала новости двора, и не только. Кто женился, у кого кто родился, кто что купил и что происходит в целом мире. Бабульки знали, кажется, все, причем раньше тех, о ком они сплетничали. Послушать сплетни, давайте послушаем. А вы слыхали, Егор-то наш с Полтавской опять куда-то пропал. Второй день уже ищут. Соседка-то наша, Полина Семеновна, которая говорит, давеча сон ей снился, как Егора инопланетяне с собой на тарелку забирают. Да как же, инопланетяне его забрали. Опять, небось, с дружками своими нажрался в гараже, да и к начальнику цеха домой попёрся. Отношения выяснять. Сидит, поди, вытрезвители теперь бобит и как звать не помнит. Ой, Маюшка, ну нельзя же так про человека-то. Егор Петрович, между прочим, вон песочницу на детской площадке своими руками построил и ни копейки за это не взял. Золотые руки у нашего Егора Петровича, храни Господь его душу. А на кой ему копейка? Бутыль вручили за службу и доволен человек. А вот и помните, в 59-м году тоже случай похожий был. На целую группу детишек тогда этих, туристов или как их, альпинистов тоже инопланетяне напали, когда те в палатках ночью спали, да и загубили всех. Ох и шумиха тогда поднялась на всю страну. Мне знакомый участковый говорил по секрету, что свидетели утверждали, будто своими собственными глазами инопланетян в тех местах видели. Она, походу, про перевал Дятлова говорит или что? А другие говорили, будто не инопланетяне то были, а снежный человек. Точно помню, тогда даже фоторобот его в правде печатали. Да какой там снежный человек, Фая Ивановна? Знаю я ваши байки. Меньше пить надо студентам в горах, а то под шофе друг с другом отношения выясняют потом. Знаю я их брата, любой спор кулаками решают, это я тебе точно говорю. А уж под этим делом, за милую душу. Вот и перемерзли все на морозе-то. Ой, Маюшка, ну как так можно? Я вот думаю, что ребята позакаляться решили, здоровье поддержать, зарядку поделать. Вот и разделись, чтобы снежком пообтираться. Руководитель группы-то, между прочим, серебряным медалистом был. Да вот что-то не подрасчитали ребятки, оттого и прибрал Господь их души. Ага, тоже мне моржи выискались. И куда только власти смотрели, ведь поход был посвящен съезду КПСС, и тут нате. Именем медалиста этого-то места и прозвали с тех пор. Не то перевал Сорокина, не то Орлова, птичья какая-то фамилия, да я уже и не помню. Перевал Дятлова. Доброе утро. Танечка, здравствуй. Здравствуйте. Танюшка, передай Кирилловне, что я тут подробности узнала, чего там с красным холодильником осталось. Сегодня буду рассказывать, пускай после 3 выходит со стулом, вдруг на скамье места не хватит. Хорошо, Бабфай, передам. Смотрите, не испачкайтесь там в подъезде, красить начали. Ага, Жек сподобился таки стенами заняться. Уже маляры уродуют, поди. Весь пол угвоздили ошметками, а кто отмывать будет? Опять нам придется, кому же еще? Дашенька, Пашка твой тут мимо пробегал, давеча спешил куда-то. Просил напомнить тебе, что гербарий вам собрать задали. Ой, точно, гербарий, я совсем забыла. Природоведение ведь сегодня. Еще про дуб спрашивал, не растет ли тут поблизости. Хороший мальчик, дай бог ему здоровья.
Хороший-то хороший, да больно шустрый. Через дорогу на красный опять пробежал, обалдуй. Все его мамке расскажу, да и на кой ему дуб этот достался. Вон сколько листьев лежит, бери любой. Ну мы пошли, всего вам доброго. В подъезде нас встретили стены синего цвета с отслоившейся штукатуркой и подпалинами от спичек. Вдоль лестницы неизвестные художники оставили гвоздем или ручкой свои послания потомкам. Кто-то увековечил свою любимую футбольную команду, а кто-то откровенно высказал свое отношение к соседу. Глаза против воли выхватывали надписи «Люба плюс Петя», «Спартак чемпион», «Вася козел». Скоро здесь все закрасят. Даша, сбегай, глянь почту. Может, пришло что? Только побыстрее, я лифт уже вызвала. Мам, давай я лучше пешком поднимусь. Почему? На лифте же быстрее. А, тебе Пашка опять разных страшилок нарассказывал, так? Это не страшилки, это все за правду. Ну и что на этот раз? Красная рука, черная простыня, зеленые помидоры? Мне еще в лагере такие страшилки рассказывали, да и откуда в лифте-то взяться всему этому? А тебе про черного человека в лагере рассказывали? О, это что-то новенькое, такого я не припомню. Тебе вот смешно, а Пашкин знакомый так пропал. Как пропал? Куда? А вот так и пропал. Зашел в лифт, и больше его никто никогда не видел. А все из-за черного человека. Если подняться на лифте сначала на 8-й этаж, потом сразу спуститься на 3-й, а затем доехать до 9-го, то к тебе в лифт зайдет черный человек. И что дальше? А то, что с ним ни в коем случае нельзя разговаривать. Он нажмет на кнопку 6-го этажа, и когда лифт спустится, он из него выйдет. Ну и что тут страшного-то? Ну зашел, ну вышел. А то, что среди кнопок появится кнопка совсем без цифры, и если ее нажать, то лифт увезет тебя в ад, и ты больше никогда не вернешься домой. Ха-ха-ха-ха-ха. Ох, ну и выдумщик твой Пашка. Ну а что, если заговорить с этим человеком, когда он в лифт зайдет? Он тебя сразу задушит. А если кнопку без цифры не нажимать? Мам, я серьезно. Даша, во-первых, если ты знаешь, что все это плохо кончится в итоге, зачем следовать такой сложной инструкции? Тут ведь и ошибиться легко, верно? А во-вторых, мы же не на 7-м этаже живем, нам и на 8-й-то незачем подниматься, а уж тем более потом спускаться на 3-й. Давай все-таки на лифте. Нет, мам, я по лестнице побегу. Давай лучше с тобой на перегонки. Кто быстрее поднимется, тот победил. Ха-ха-ха-ха. Ну хорошо, давай. Между 1-м и 2-м этажами под окном в 2 ряда располагались почтовые ящики жильцов нашего подъезда. Довольно часто из них смешно выглядывали то разные письма, то газеты. Но самое интересное это были, конечно, журналы по подписке. Наш почтовый ящик под номером 26 узнать было нетрудно, хоть цифра уже почти стерлась. Интересно, а то я думала 33-я квартира у них. На дверце ящика кто-то однажды нацарапал смешную утку. Честно говоря, на утку вышло не очень похоже. Наверное, поэтому художник на всякий случай подписал ниже «это утка». Интересно, кто же все-таки это сделал и зачем? Машка дура, Даша это утка. Понятно. Как сказал бы мой папа, вот бы поймать этого хулигана и надрать ему уши. Хотя, ну его в баню, тем более, что я и сама однажды написала на стене подъезда свое имя. Несмотря на то, что надпись «Даша» была небольшая и едва заметная, я испытывала легкое волнение и гордость каждый раз, глядя на нее, потому что до сих пор никто не догадался, что это сделала я. Это был мой маленький секрет. Наверное, я могла бы стать настоящим шпионом, как Штирлиц. Я открыла дверцу. О, что-то пришло. Внутри ящика лежали 3 журнала. Посмотрим, что там. Ух ты, Мурзилка, что ли? Роман, газету себе выписывает папа. Скучные взрослые рассказы, почти без картинок. Веселые картинки, детский журнал. Ага. В Костре печатают забавные истории про школьников, но я ни разу не прочла все, только самые интересные.
А, вот, веселые картинки, другое дело. Это был мой самый любимый журнал. Картинки там были и вправду веселыми. Всегда такие яркие и цветные. Никогда не перестану его выписывать, даже когда стану совсем взрослой. От папы письма опять не было. Неужели он там так занят, что не может нам написать хотя бы самое маленькое письмецо? Даша, я поехала. Тут я услышала, как закрываются двери лифта, и, вспомнив о нашем с мамой соревновании, рванула по ступенькам вверх. Взлетев с последней ступеньки, я приземлилась на площадку 7-го этажа, как раз в тот момент, когда мама уже выходила из лифта. Я первая, я первая. Как всегда, ты у меня быстрая. Ну что там, пришло что-нибудь? Да, журналы пришли, папин и мои, писем нет. Понятно. А работницы опять не было? Мамин журнал «Работница» был чуть получше, роман газеты, но все равно скучным. Мне там только рецепты нравятся и девочки в модных платьях. А еще то, что мама мне разрешает вырезать рисунки, если это не портит выкройку. Нет, мам, не было. Может, украли? Наверное. Баба Майя взяла почитать. Она потом обратно в почтовый ящик засунет. Ну ладно, Даш, давай мне журналы, пока не помялись. Ой, что тут? Маляр. Петрович, мать твою за ногу! Этажом выше что-то грохнулось, и в нос ударил знакомый запах краски. Мама сморщилась и посмотрела наверх. Да, как за ремонт резво взялись, и как всегда не вовремя. Почему не вовремя? А потому что летом надо было красить, пока все на дачах. Мама достала ключи из сумочки, открыла дверь, и мы вошли в квартиру. О, Танюша, Дашенька, ну как, сходили? Что видели? баб, Там столько игрушек всяких было, и куклы, и неваляшки, и игры разные. да, хорошо, мам, сходили, только на работу уже опаздываю, задержались немного. Там баба Фая просила передать, чтобы ты к 3 часам к ним спустилась. Что-то там насчет какого-то холодильника. Ох, опять свои глупости рассказывать будет старая сплетница. Может, Танюш, успеешь супчика поесть? Я такой вкусный борщ приготовила. Не, мам, я на работе поем. В нашем детсаду хорошо готовят. А я буду, баб, наложи мне. Вот молодец, вот умница, как хорошо кушает. Кто хорошо кушает, тот быстро растет. Так, а в универмаге-то взяли чего-нибудь? Вот, баб, смотри, какая зеленая пластинка. Правда, мы не знаем, что там внутри. Это как так? Не знаете? Ох, наверное, очень дорогая. Ну надо же, какой цвет красивый. В наше время таких пластинок не делали. Мам, прибери пока ее в зал, а вечерком все вместе послушаем. А я хотела сейчас перед школой послушать. Даш, давай вечером. Устроим небольшой праздник в честь необычной покупки. Ну ладно, ну тогда для праздника нужно лимонад купить. Договорились. Забегу по дороге в продуктовый, куплю буратино. А можно пепси, а то буратино уже надоел. Хорошо, Даш, гляну. Ой, Танюш, не брала бы ты эту пепсю. От нее, говорят, желудок разъедается. Ребенка пожалей. Мам, ну ты опять за свое. Еще скажи, что в джинсы блог зашивают. Блоги это, конечно, глупость, но про пепсию я тебе точно говорю. Бабуль, не волнуйся, мы ее уже 100 раз пили, ничего. Вот, возьми пластинку. Вот бы вечер поскорее наступил. Так не терпится узнать, что там на этой пластинке. Даша, чуть не забыла. Возьми вот подарок для Зиночки, подаришь ей в школе. У нее же сегодня день рождения. Мам, ну ты опять все напутала. Да, у Зины сегодня день рождения, но праздновать она его будет в эту субботу, через 2 дня. Я посмотрела на подарок, у бабушки в руках это была новенькая коробка ярко-красного цвета с надписью «Змейка». Бабушка, это что, змейка для Зинки? Это подарок ей на день рождения? Мама, ты Зинке купила змейку, а мне? Я сегодня просила в универмаге, а ты сказала, что мне нельзя. Теперь даже у противной Зинки будет эта игрушка, только у меня не будет. И она опять станет дразнить меня, что у меня нет папы и что я нищая. От злости и обиды потемнело в глазах. Мои руки словно сами по себе выхватили коробку из бабушкиных
От злости и обиды потемнело в глазах. Мои руки словно сами по себе выхватили коробку из бабушкиных. Упаковка внезапно раскрылась, аккуратно сложенная головоломка выскользнула и полетела вниз. О, раздался звук удара, и несколько маленьких деталей змейки отскочили в сторону. Ой, Это что еще за выходки? Даша, Даша, как тебе не стыдно так себя вести? Мам, я не нарочно, прости. Она не сильно сломалась. Это просто детальки отлетели. Их легко поставить на место. У Зинки и так все есть, а у меня нету. Ей папа все достает всегда, и она такая противная, меня обзывает. Я ее и так терпеть не могу. Почему я ей еще и подарки дарить должна? Даша, ты же знаешь, ваши с Зиной мамы коллеги и дружат с детства. Вы тоже должны дружить. Тебе же Зина подарки дарит на день рождения, а почему ты ей не хочешь? Пусть она подавится своими подарками, она всегда всякую ерунду мне дарит, а все хорошее себе оставляет. И вообще, они мне не нужны, я их выброшу на помойку. Так, все, Дарья, мое терпение лопнуло, с сегодняшнего дня ты наказана. Ты не будешь смотреть мультфильмы, пока не научишься себя вести, а когда приедет отец, я ему все расскажу. А что же теперь мы Зиночке подарим? Зине мы подарим пластинку, которую сегодня купили, а змейку я выброшу в мусоропровод. На подарок она больше не годится, только зря деньги потратили. Ох, Танечка. мама, нет. Ты сломала Зинин подарок, и теперь ты отдашь свой. Это будет справедливо. И не смей даже трогать зеленую пластинку. Ты все поняла? Ну, пожалуйста. Я все сказала. Мама подняла игрушку и вышла из квартиры, хлопнув дверью. Через мгновение в мусоропроводе раздался гулкий звук падающего предмета. Это была Зинкина змейка. От обиды и отчаяния из моих глаз брызнули слезы. Не в силах сдержаться, я забежала в свою комнату. Я ведь совсем не виновата. Это же случайно вышло, и коробка сама открылась. Если бы мама сегодня купила мне такую же змейку, то вообще ничего этого не было, а теперь еще и пластинку отняли. Мою зеленую пластинку. Бабушка тихо вошла в комнату и обняла меня. Не плачь, моя хорошая, ты же знаешь, мама любит тебя. А с Зиной надо тебе подружиться. Она неплохая девочка и учится на 5. Ну, ну все, переставай плакать. В школу пора собираться потихоньку, а то опоздаешь. Ой, я же борщица тебе так и не налила. Уж, наверное, совсем остыл. Не хочу баб есть, у меня аппетит пропал. Ну и зря, суп очень вкусный. Баб, неужели у тебя в детстве такого не было, когда так ненавидишь кого-нибудь? Да как же, конечно, было. Вот помню, Валерка у меня одноклассник был, страшный хулиган. Мне проходу не давал, дразнил меня, за косы дергал. Я его терпеть не могла. А ты с ним подружилась потом? Да куда там, как кошка с собакой с ним до 10 класса были. А отпор ты ему давала? Ему-то, да куда уж мне, он ведь здоровенький был, на голову меня выше. Так и промучилась с ним, пока в институт не поступила, а после я его больше не видела. Это я потом узнала, что Валерка этот влюблен в меня был по уши. Да, как сказать, не знал, вот и шалил. Бабушкина странная история немного меня успокоила, но дружить с Зинкой по-прежнему никакого желания не было, и даже совсем наоборот, захотелось ей как-то насолить. Ну как? Но это же не значит, что Зинка в нее влюблена или что. Внезапно мне в голову пришла идея. Точно, пусть эта пластинка достанется ей, но я первой ее послушаю. Пластинку купили мне, так будет честно. Но как же мне это сделать, ведь мама меня наказала. Схитрить и тайно послушать пластинку, уговорить бабушку. Давайте уговорим, попробуем. Бабушка часто была на моей стороне, может, я смогу ее уговорить дать мне послушать пластинку? Бабуль, я тебя так сильно люблю, ты даже не представляешь, как. Ой, Дашенька, я тебя очень люблю, внученька моя. Нет, бабушка, ты меня совсем не любишь. Это еще почему? Потому что вы дарите мою пластинку Зинке, а я ее так ни разу и не послушала. Дашенька, ну ты же сама виновата, вела себя плохо, маму надо слушаться.
А вот представляешь, если бы твоя мама отдала тому вредному Валерке что-то очень ценное для тебя, например, твою швейную машинку, тебе бы понравилось? Думаю, мне бы не понравилось, я бы, наверное, заплакала от обиды. Ну вот видишь, бабуль, если ты правда меня любишь, то разреши хотя бы один разочек, всего один, послушать зеленую пластинку, а? А я буду целую неделю мыть посуду без напоминаний и ковер в своей комнате пропылесосю, честно-причестно. Бабушка заулыбалась. Ох и хитрюга ты, Дашенька, достанется мне от твоей мамы, если она узнает. Не узнает, бабуль, я очень аккуратно послушай и на место положу. Ну хорошо, внучка, послушай разок, только потом сразу на место положи. Я ее в зал на полку прибрала, а я пока пойду супчик подогрею. Пластинка должна быть где-то здесь. Я осмотрелась по сторонам. На полке возле книг я заметила знакомый конверт черного цвета. Вот ты где. Приблизившись к шкафу, я на секунду почувствовала какой-то странный сладковатый запах, который явно шел от пластинки. Я уже встречала однажды такой запах прошлым летом, когда мы с Пашкой и Ленкой забрались на заброшку. Так пахло под лестницей первого этажа. Пашка еще тогда пошутил, что там кошка сдохла. Там было темно, и мы с Ленкой побоялись заглянуть туда и узнать, правда ли это. Пашка меня тогда трусихой обозвал, а еще другом называется. О чем я только думаю, навоображала себе всякой ерунды. И вообще, я не трусиха. Наверное, это просто запах старых вещей. Вот и все. Надо поспешить, скоро в школу идти. Почему она в школу идет в 12 часов дня? Я взяла пластинку и прошмыгнула назад в свою комнату. На подоконнике между двумя колонками стоял мой любимый проигрыватель Vega 108 Stereo. Папа подарил его мне на прошлый день рождения, и теперь почти каждый месяц мама покупает новую пластинку. Я очень люблю сказки. У меня уже скопилась их целая коробка. Если бы можно было не ходить в школу и не делать глупые уроки, я бы тогда целый день только их и слушала. Моя самая любимая — бременские музыканты. Она у меня с самого детства. Сколько себя помню, я ее послушала уже, наверное, раз 100 или 200. Из-за этого она уже вся в царапинах и постоянно заикается на песни охранников. Это даже смешно, когда проигрыватель начинает вместо слов «Ох, рано встает, ох, рано» издавать «Ох, ох, ох». Но почему-то маме это не нравится, и она просит выключить. Я аккуратно вынула новую пластинку из черного, как ночь, конверта и положила на проигрыватель. Какая же все-таки она красивая. Эх, жаль, что я ее всего один раз послушаю, но один раз лучше, чем никогда. В центре пластинки был бумажный кружок черного цвета. Как странно. На таких кружках обычно написано название сказки или альбома со списком песен, а еще скорость воспроизведения 33, 45 и реже 78. Но тут ничего нет, просто черный кружок. Может, брак какой-то забыли напечатать? На проигрывателе была включена скорость 33, значит, попробую на ней. Если что, переключусь на другую. Интересно, а пластинки портятся от того, что их не на своей скорости прослушиваешь? Один раз я дюймовочку включала быстрее, чем надо, и так смешно было, все герои как гномики тараторили. Нажав на клавишу «Сеть», я включила проигрыватель. Загорелась красная лампочка, и волнение пробежало по всему телу. Сейчас я наконец-то все услышу. Громкость я на всякий случай сделала чуть-чуть потише. Клавиша пуска закружила мою пластинку как юлу, и я аккуратно поставила иглу звукоснимателя на самый ее край. В колонках раздался приятный мягкий потрескивающий звук, который ни с чем не спутать. В ожидании предстоящего волшебства я замерла, не в силах оторвать взгляда от таинственной покупки. Вдруг из динамиков донеслась какая-то веселая музыка. Ой, что-то знакомое, кажется, я слышала эту мелодию где-то раньше. Да, это же собачий вальс, нам учительница его в школе на уроке играла. Мы еще лаять всем классом начали смешно. Помню, она тогда рассказывала, что до сих пор неизвестно, кто придумал эту мелодию, и что ее по ошибке другому музыканту приписывают, не помню только какому. Выстукивая ногой забавный мотив мелодии, я вспомнила о Люське. Вот бы ей сейчас дать послушать эту пластинку, так и представляю, как она будет пританцовывать, встав на задние лапки.
Хотя собачий вальс оказался совсем не тем, что я ожидала услышать на зеленой пластинке, все же он меня развеселил, и теперь я мучилась в догадках, какая же мелодия будет следующей. Но следующей мелодии не наступало. Вальс продолжал все играть и играть, бесконечно повторяя один и тот же мотив. Здесь что, только собачий вальс записан? Не может быть. Я прослушала еще несколько минут, но музыка оставалась прежней. Все веселье постепенно куда-то улетучилось. Сменившись разочарованием. И это все? Какая ерунда. Если бы я знала, что так будет, то не стала бы ссориться с мамой из-за глупой пластинки. Пусть Зинке достанется дурацкий вальс. Уверена, она бы плясала под него, как собачонка, не хуже Люськи, а я бы ей при встрече говорила: «Зинка, апорт, Зинка, ко мне, Зинка, умри!» А это что такое? Пластинка вдруг стала издавать странные звуки, только отдаленно напоминающие прежнюю мелодию. По моей спине побежали мурашки, и тело как будто оцепенело. Я не могла ни крикнуть, ни убежать. Противный звук как ножом резал уши, и от боли я зажмурилась. Сквозь скрежет и шум вдруг послышался страшный голос. Бегут, бегут по стенке зеленые глаза, девочку задушат, да, да, да. Кто это? Может, мама вернулась? Но почему так рано? Надо быстро положить пластинку на место, пока меня не застукали. Даже не представляю, как мама разозлится, если увидит меня с ней. Еще и бабушке достанется. Вдруг музыка оборвалась, как будто по щелчку пальцев. Проигрыватель был выключен, и даже игла была убрана на свое место. Странно, может, я выключила его сама, просто не заметила этого. Ладно, надо поторопиться. Я схватила конверт и, засунув пластинку внутрь, в попыхах отнесла его в зал. Я вернулась в коридор и уставилась прямо на дверь. Нет, это не похоже на маму. У мамы же есть ключи, может, она их забыла? Даша, посмотри, кто пришел. Это точно не мама. Она никогда не стала бы столько раз звонить в дверь. Может, и соседи кто? Страх подкрался, и леденящее чувство зародилось где-то внутри. В голове вновь зазвучали странные слова из новой пластинки. «Девочку задушат, да-да-да». Надо посмотреть, кто там стоит за дверью. Я медленно, почти не издавая звуков, приблизилась к дверному глазку. Я знала, что выдам себя, когда на обратной стороне в глазке мелькнет свет квартиры, но любопытство, смешанное со страхом, уже взяло вверх надо мной. В подъезде, почти уткнувшись в дверь, стоял высокий черный силуэт с бегающими зелеными огоньками глаз. Все. О, блин, что-то как-то это стрёмно стало, аж мурашки по коже пробежались. Ну вот и все, ребята, конец. Конец этой великолепной игры. Это пока что демо-версия, но будем ждать, что будет дальше. Очень интересно. И, наверное, будет очень страшно, скорее всего. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и скачивайте эту великолепную игру. Она мне очень понравилась, если честно. И я надеюсь, вам еще понравилась моя вот такая своеобразная озвучка. Так что всем спасибо, всем, кто смотрел, всем удачи и всем пока-пока.